Saat 20'de seyrediniz. Салям алейкум, хайрлы шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями, которые будут подключаться к нам в эфир, мы будем говорить на темы, новости, которые появились сегодня в украинской международной информационной повестке дня. И, конечно же, начнем с новостей из временно оккупированного Крыма. С нами сейчас на прямой связи, прямо из Ньюзрума, наш журналист Роман Спиридонов. Рома, привет! Рассказывай, какие сегодня новости в Замановской верстке? Привет, Гульсум. Ну, начнем с самой главной новости сегодняшнего дня. Это реакция заявление Офиса президента на вчерашнее онлайн-интервью Рифата Чубарова о возвращении в Украину из сирийского лагеря беженцев украинских граждан. Уже появились комментарии этого текста. Они звучат примерно так. Напомнила времена Януковича и словоблудства. Именно так в Меджлисе крымско-татарского народа отреагировали на заявление Офиса президента о ситуации с возвращением из Сирии украинских беженок. Как я уже говорил, вчера Рифат Чубаров заявил, что в сирийском лагере ожидают возвращения домой около 100 украинок. В Меджлисе предлагали алгоритм их возвращения и информировали об этом Офис президента, но там, цитирую Рифата Чубарова, набрали в рот воды. И вот сегодня на сайте президента появилось заявление, в котором Меджлис обвинили в политизации процесса, фактически заявив, что это не его компетенция. Там посоветовали представительному органу заниматься разработкой международной платформы деоккупации Крыма, при этом в тексте использовались формулировки «крымско-татарская громада» и «население вместо народ». И, как уже заявил заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, именно такую лексику используют российские оккупанты. Именно так агрессор хочет нивелировать субъектность народа. К тому же в офисе даже не удосужились назвать полное название Меджлиса крымско-татарского народа, единственного уполномоченного выборного органа, который представляет интересы народа. К тому же в офисе президента решили, что могут указывать, какие функциональные обязанности у этого представительного органа есть. Вот мы с минуты на минуту ожидаем официального заявления Меджлиса по поводу этих комментариев. Подробнее мы расскажем в наших выпусках. Прокуратура Крыма, Автономной Республики Крым и Севастополя открыла уголовное производство по факту проведения российскими силовиками новых обысков у свидетелей Иеговы и задержания 5 человек в Севастополе. Уголовные производства открыты по статьям «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Незаконное лишение свободы». За это предусмотрен срок до 5 лет лишения свободы. А вчера оккупанты ворвались в дома 9 свидетелей Иеговы. Против 4 российские силовики возбудили уголовное дело. Их обвинили в организации деятельности экстремистской организации. Среди обвиняемых и глава религиозной общины города Евгений Жуков. Сейчас задержанные ожидают своего приговора, избрания меры пресечения оккупантами. Мы следим за этой ситуацией, будем о ней рассказывать в наших следующих выпусках. Появилось заявление постоянного представителя США при ОБСЕ Джеймса Гилмора. Он заявил, что Россия продолжает политические преследования крымских татар и украинцев. Об этом он сказал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ. И он в очередной раз напомнил про так называемые дела о терроризме и потребовал освободить всех политических узников. Он также в очередной раз подтвердил, что США признают территориальную целостность Украины, и санкционная политика против России не закончится, пока не будет деоккупирован полуостров. Совет Европейского Союза дополнил список индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которые занимались строительством Керченского моста.
и которые подрывают целостность и суверенитет Украины. В нем добавились 2 фамилии физических лиц и 4 юридических лица, причастных именно к строительству моста. В обновленный список этих санкций вошли Александр Ганов, это генеральный директор Гранд Сервис Экспресс, Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж». Под санкции также попали Ленпромтранспроект и дирекция по строительству железной дороги, а также Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания. Это именно эти компании, которые занимались строительством моста на полуострове. Но это вкратце о том, о чем мы будем сегодня говорить. В 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Смотрите наши выпуски. Гульсум. Рома, вот что еще хочу у тебя спросить. К нам в редакцию поступают сообщения от наших зрителей. Они интересуются состоянием здоровья экс-политического заключенного Владимира Балуха. Есть ли у вас какая-то информация? Ситуация с Балухом, да, мы следим и за ситуацией с Балухом. Его проведывают народные депутаты, и по последней информации он уже открыл глаза и может двигать руками и ногами. Врачи сообщают о положительной динамике. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. Я напомню, что доступ к Владимиру Балуху ограничен, к нему пускают не всех. Он долгое время был в медикаментозной коме после того, как его избили 7 сентября вечером. 8 он был найден и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Полиция уже нашла подозреваемого в избиении. Им оказался житель Киевской области. Между ними и Владимиром Балухом возникла словесная перепалка, после чего тот ударил Владимира, а Балух упал, ударившись головой, и попал в больницу с такими травмами. Гульсум. Спасибо тебе большое. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума он рассказал, о чем будут говорить в вечерних выпусках «Заман» в 19:00 на украинском языке, в 21:00 на крымско-татарском. Смотрите, не пропустите. А вы пока присоединяйтесь также к нашему эфиру. На экранах ваших телевизоров вы видите сейчас номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединяться через программу Skype, atr.tv, наш адрес. Ну а мы пока начнем обсуждать все те новости, которые Роман упомянул выше. И начнем со следующей. Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене указал на то, что Россия продолжает проводить политически мотивированные аресты в оккупированном Крыму. Вот что он сказал. У Криму Росія та її окупаційна влада регулярно ображають кримських татар і етнічних українців, піддаючи їх політично мотивованим арештам і затриманням. Окупаційна влада накладає необґрунтовані обмеження на свободу вираження думок і асоціацій, а також право на мирні зібрання. Политолог Олег Сакян с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, вы сейчас услышали заявление Джеймса Гилмора. Хорошее заявление, действительно, то, что нас вспоминают, говорят о нас, это хороший сигнал. Но как это влияет, как это работает? Ну, насправді прямого впливу це немає. Тобто я б зараз, звісно, шукав би, якщо сказав би, що це от сама в собі річ. Інша справа, що це фактично формує контекст. З одного боку, перш за все, не даючи змоги забути про Крим і забути про російсько-українську війну. По-друге, це важливо тим, що ми таким чином на майданчику ОБСЄ, як і на багатьох інших майданчиків, нашими руками, руками наших партнерів і союзників, фактично утримуємо зашмур санкційності Російської Федерації, акцентуючи увагу не на тому, що щось трапилось в 2014 році, а на тому, що Російська Федерація і продовжує свою агресивну політику, не тільки не завершує окупацію території, але й постійно порушує міжнародне гуманітарне право на окупованих територіях, зокрема переслідуючи корінні народи, як то кримських татар, як українців, як в Криму, так і на Сході України, репресуючи за етнічною ознакою, релігійні громади переслідує повсякчас. І фактично на міжнародній арені на сьогоднішній день ситуація така, що для нас це позиційна війна, в якій ми тримаємо більшу частину стратегічних майданчиків, стратегічних висот, якщо говорити військовою мовою. І тому для нас, коли черговий раз робиться така заява, ніби нічого на краще не змінюється. Але це фактично підтвердження того, що ці майданчики контролюються і що ситуація не стає гіршою. От якби такі заяви не робилися,
Або якщо б Російській Федерації вдавалося б досягнути, щоб на міжнародній арені робилися проросійські заяви, от в такому випадку ми б відчували, звісно, для себе негатив. А сьогодні просто-напросто цей зашморг, він утримується, і тому самих позитивів від цього нема, але контекстно це, безумовно, формує правильне сприйняття в світі ситуації. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар в ходе онлайн-выступления в рамках 45-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека отметила, что в руках России вода превращается в оружие. Давайте ее послушаем. Як ми це бачимо зараз, перекопуючи варварським чином річки в Криму, в руках Росії вода перетворюється на зброю, як засіб залякування осіб, які перебувають під захистом, так і для підтримки її зростаючої окупаційної машини. Розвиток військової інфраструктури і військово-промислових об'єктів, збільшення кількості військовослужбовців і активне переселення громадян Росії в окупований Крим призводять до зростання потреб у водних ресурсах. При цьому потреби місцевого населення не є пріоритетом. Люди ніколи не були пріоритетом для Росії. Все, що хвилює окупанта – це земля і морські простори для реалізації її зловісних геополітичних амбіцій. Ну а тем временем оккупационная власть Крыма предупреждает, что потребителям большей части Симферополя на следующей неделе отключат воду. Об этом сообщили оккупационные представители на совещании по ситуации с водоснабжением в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районах 2 октября. Вот что они сказали. Хочемо попередити жителів Сімферополя, що наступного тижня в четвер проводитимуть профілактичні роботи Кримтец. Тому в четвер у вечірній час буде збій за графіком подачі води. Ну и также, как вам известно, оккупанты не прекращают апеллировать к международным организациям. Вот появилось такое сообщение сегодня, что постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве обращается к структурам ООН с призывом дать оценку ситуации с водоснабжением в аннексированном Крыму. Вот что они говорят, давайте вместе послушаем. Закликаємо Раду ООН з прав людини, Управління Верховного комісара ООН з прав людини дати окрему оцінку діям Києва щодо водної блокади Криму, яка, серед іншого, грубо порушує право жителів півострова на доступ до питної води. Вот насколько состоятельны вот эти заявления оккупантов к международным структурам? Абсолютно недієздатні. Перше, тому що, звертаючись до Верховного комісара з прав людини, Російська Федерація замовчує те, що вони якраз не пускають оціночну місію на територію Криму. А для них політичне питання, щоб ця місія заїхала з території Росії, а не з території України, воно є більш важливим, ніж сам факт потрапляння цієї місії. Тому що ООН, звісно ж, Крим розпізнає тільки як українську територію. І, відповідно, там має здійснити моніторинг Київський офіс і, відповідно, представники ООН, які акредитовані в Києві і заїжджають на територію України. Російська Федерація на це не йде. Тому в ООН чітко всі розуміють, що відбувається навіть з цієї точки зору і можливості оцінки ситуації. Вона оцінюється з території України. Раз. Два. Ситуація дуже банальна тим, що води в Криму достатньо, якби її використовували за призначенням, якби її направляли для потреб місцевого населення. Але ж Російська Федерація за всі ці роки, по-перше, не вкладала гроші в розвиток водної інфраструктури. Банально на те, щоб збільшувати обсяг води в Криму. Побудували трасу Таврійда, робили мегапроєкт, забудовували ЮБК, але каналізацією і водою, водозабезпеченням не займалися. Раз. Два. Та вода, яка є, направляється на військові потреби інші. Ну, умовно кажучи, від нас зараз вимагають, забравши в нас дитину, щоб ми продовжували забезпечувати її необхідним для неї і не тільки необхідним. Перераховувати кошти. Просто відібравши її, забравши від нас і не пускаючи ще її, фактично викручуючи руки. І тепер, коли ми фактично говоримо, що окей, добре, ви відібрали, ми будемо її забирати, будемо судити, нам кажуть, а ви нам ще і тут гроші ми ті, що були, та, що вода є, ми її будемо забирати собі на забагалки, на пряцалки, на фактично суди проти вас, а ви нам давайте ще більше грошей. Або нас крали автівку і кажуть, давайте її ще позаправляйте там. От ми на ній будемо кататися, а ви її заправляєте. Ну не занадто нахабно. І це зрозуміло для всього світу і на міжнародних майданчиках. Тому
Якщо в Криму буде гуманітарна катастрофа через нестачу води, то це повна і юридична, і моральна відповідальність згідно Женевської конвенції Російської Федерації. І це всім чудово зрозуміло. І вода, про яку йде мова, це вода, яка з технічної споруди Північно-Кримським каналом поставлялась на територію Криму. Перш за все для промисловості, для сільського господарства, але не для виживання, не для життя населення. І зараз мені дуже шкода кримчан, які фактично стали заручниками окупаційної влади через перенаправлення води на військові потреби, через штучне перенаселення Криму, туди переселення декількох сотень тисяч людей з території Російської Федерації і багатьох інших обставинах, якими на сьогоднішній день Росія взяла в заручники цих людей, і вони сидять без води саме через дії окупанта. Угу. Вот исходя из той информации, которая у нас есть сегодня, можем ли мы очертить стратегию, по которой будет действовать оккупант, и каким образом будет решать ситуацию с водой, которая сегодня, как мы видим, критическая? Направду, варіантів небагато. Російська Федерація буде на міжнародних майданчиках всюди намагатися створити сприйняття того, що ніби Україна винна. Безумовно, звинувачення від Росії будуть лунати повсякчас. Раз. Два. Буде намагатися створити тиск на Україну для того, щоб Україна запустила воду в Крим. Чому як жорсткими методами, ультиматумами, звинуваченнями, різними підкупами, в тому числі західних спікерів, для того, щоб вони робили заяви, використовуючи своє лобі, так, з іншого боку, і м'якими, де вони будуть намагатися обміняти на щось, будуть компенсації пропонувати, певні обміни тощо. І таким чином Росія буде намагатися утримати таку воду з України. Для них це важливо, принаймні символічно. Хоча ситуації це дійсно не особливо змінить, тому що декілька років знадобиться тільки для того, щоб привести в порядок Північно-Кримський канал з точки зору технології, можливості забезпечення водою. Тому що там потрібно, щоб аерацію пройшла вода, потрібно подивитися, що там ще розвалено було, розпиляно на металобрухт, а що ні. Тобто там канал ще не в тому стані за всі ці роки, а Російська Федерація в нього не вкладалася і його не зберігала. Відповідно, він технічно, скажімо, недостатньо хорошому стані. По-третє, Російська Федерація, звісно ж, буде використовувати це як фактор дискредитації української держави в очах населення Криму і окупованих територій ширше, і в очах власного населення, намагаючись пропагандою замінити, скажімо, холодильник. Тобто, як завжди, телевізором холодильник. Але забезпечити водою на сьогодні в Росії немає жодних ресурсів. Їм важливо дотриматись до дождливого періоду осені, для того, щоб почали водосховища наповнити водою. Якщо вони протримуються ще місяці півтора-два, то вода в Криму з'явиться. Просто фізично через те, що сезон настане. Але от що робити вже по весні, тут дуже серйозне питання. Тому що тоді води вже буде не вистачати навіть на самому початку посушливого сезону. Давайте подключим сейчас к нашей беседе Бориса Бабина, экс-постоянного представителя президента Украины в Крыму. Он с нами сейчас на прямой связи. Вітаю вас. Пане Борисе, чуєте нас? Так, дуже погано, але чую. Да, ну что ж, вот сегодня появилось сообщение, что постоянное представительство России при ООН и других международных организаций обращается к структурам ООН с призывом дать какую-то оценку о ситуации с водоснабжением в Крыму. Вот как воспринимать нам эту новость? Очевидно, оккупанты пытаются дискредитировать Украину вот в глазах наших международных партнеров. Увенчаются ли эти попытки у них успехом? Ну, эти попытки постоянно осуществляются последние годы. Навряд ли следует ожидать каких-то результатов рассмотрения этих заявлений от ООН неблагоприятных. Скорее всего, ООН будет вынуждена сказать спасибо вам за ваши, скажем так, идеи и предложения. Русские будут опять рассказывать, вот видите, они нам ответили, они нас не игнорируют, это уже хорошо, на этом все и закончится. На самом деле позиция Украины здесь достаточно сильна. Оккупант несет ответственность за события в Крыму. Оккупант не предоставил доступ в Крым до международных миссий, а сведения оккупационной власти не являются правдивыми, мы не можем им доверять. Оккупант 6 лет не эксплуатировал надлежащим образом систему водоснабжения в Крыму, разрушил соответствующие водопроводные системы, запустил водохранилища в непригодное состояние. И в такой ситуации также совершил международное преступление,
в силу несанкционированного переселения в Крым сотен тысяч людей, на которых, естественно, инфраструктура городов Симферополя и Севастополя, в первую очередь, не была рассчитана вообще. В этой ситуации какие-либо требования россиян достаточно смешны. Все их требования и измышления касательно каких-то экологических норм несостоятельны, поскольку, во-первых, канал сооружений искусственный, к экологии отношения не имеет, а во-вторых, речь не идет о межгосударственном споре, поскольку Крым – это территория Украины. Все эти конвенции к оккупированным территориям не применяются. Оккупант уже проиграл дело в Европейском суде, ему там отказали в рассмотрении иска, поэтому вот они сейчас предпринимают всевозможные телодвижения с тем, чтобы хотя бы этот вопрос просто держать на каком-то плаву. Но вот насколько долгосрочно может быть эффект, который от тех мер, которые сегодня они предпринимают, занимаются забором воды из Тайганского, Белогорского водохранилища для водоснабжения Симферополя. А вот вчера появилось сообщение, что в оккупированный Крым прилетел самолет, который будет вызывать осадки на полуострове. Они уже, кстати, пробовали, но что-то не получилось. Смотрите, эти все меры можно разделить на две группы. Первое – это фейковые меры в виде самолетов, социальной рекламы и прочее. То есть это, конечно, все не работает. Из реальных мер это массовое бурение скважин, истощение запасов. Они это уже произвели, водные запасы Крыма истощены. Эти скважины бурились не для нужд населения, они бурились для нужд промышленности, сельского хозяйства. Они достаточно серьезно подорвали баланс водной системы Крыма. То есть вот эти последствия, конечно, печальные. Поэтому если оккупанты дальше будут выкачивать артезианские воды в Крыму, это, конечно, кончится печально. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Борис Бабин, экс-постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым, был с нами на прямой связи. Олег, допускаете ли вы такой вариант, что оккупанты, не справляясь с ситуацией с водоснабжением Крыма, обратятся к украинским властям и скажут: помогите, мы не справляемся? Дуже сумніваюся, що вони просять допомоги, тому що це абсолютно не в стилі Російської Федерації. Більш того, це фактично визнати свою слабкість. По-третє, зрозуміло, що з українського боку одразу буде інформація у відповідь про потреби деокупувати Крим для того, щоб Україна мала допомогти. Тому що, направду, Україна доставляти воду там в баклажках, умовно кажучи, питну воду може в рамках гуманітарної допомоги, наприклад, до адміністративного кордону Криму, видавати їх громадянам України. Але ж ми розуміємо, що ці кримчани не поїдуть отримувати воду і по декілька разів на день на кордони адміністративні. Тобто в Україні дуже обмежені можливості взагалі вплинути якимось чином. А відкрити канал – це потрібно, щоб з того боку була юридична особа українська, наприклад, як мінімум. Два, щоб ми могли проконтролювати, що ця вода йде до кінечного споживача, що вона не використовується для військових потреб тощо. Тобто це можливо тільки зробити у разі, якщо так компроміс непевне шукати, то тільки якщо б в Криму була введена, наприклад, міжнародна адміністрація. Російська Федерація визнала, що вони не справляються з Кримом, віддавати його вони зараз не можуть, тому що обличчя зберегти тощо, і вони б сказали, що окей, йдемо на певний там транзитний період на декілька десят років, коли вводиться міжнародна адміністрація. Тоді Україна могла б розглядати певні компромісні варіанти. Але у випадку, якщо там зберігається російська окупація і вона нікуди не дівається, то, звісно, ніхто буде з території України, яка б влада не була. Як би вона не змінювалася, жоден з президентів України таке рішення прийняти не зможе. Тому тут поле для, скажімо, компромісів чи маневрів, воно дуже-дуже вкрай обмежене. Бачу, що тут і закон, і справедливість на нашому боці. А привозити можна хоч не таких, хоч шаманів, кого завгодно. Якщо води за визначенням певна кількість, то її або направляєш для населення, або її направляєш для своїх геополітичних потреб. Просто Росія стоїть перед вибором. Їм охолоджувати РЛС і ракетні установки і так далі, або їм цю воду направляти на потреби населення. Вони обирають, що для них військова база на території Криму. Допускаете ли вы такой вариант, что доступ к Северокрымскому каналу может стать предметом торга в переговорах между Россией и Украиной? Я думаю, що зараз ні. Тому що, направду, це і не вирішить в найближчій короткостроковій перспективі для Російської Федерації жодних проблем. Це тільки в довгостроковій перспективі, через декілька років, якщо зараз, наприклад, туди було пущено, то могло би вирішити. А для них потрібна зараз швидка перемога. Швидкої перемоги вже зараз жодним чином не отримаєш. Просто воду ні звідки взяти.
Тому для них це зараз буде мати серйозні негативні соціальні наслідки. Перш за все, зросте несприйняття ксенофобії, кажучи, в Криму, несприйняття тих, хто прийшло населення з території Російської Федерації, яке на сьогодні день розквартировано в Криму. Тому що коли людям не вистачає води, вони ж розуміють, куди її направляють і чому їм не вистачає. По-друге, це просто напруження до місцевої влади, яка кримчани чудово розуміють, наскільки корумпована і на яких, скажімо, грошах і дотаціях хто що живе. І втретє, буде, звісно, зростати незадоволення і до центральної московської окупаційної влади, тому що фактично обіцяли одне, розповідали про камні з неба, а тепер камні будуть і під ногами, і з усіх боків фактично. Да, но мы же слышали из уст некоторых народных депутатов Украины, которые говорили о возможности подачи воды в Крым через Северокрымский канал или там баклажками, цистернами и так далее. И вот допускаете ли вы такой вариант, что в офисе президента, в команде президента есть люди, которые педалируют этот вопрос? Ні, я думаю, що в Україні, звісно, є російське лобі, яке присутньо, агентурна мережа, точно, зокрема і в політиці. Є низка місцевих гравців, які заграють з російськими настроями, заграють на вплив. Відповідно, само собою, знайти зараз десяток навіть депутатів в парламенті, які залюбки скажуть, що воду в Крим потрібно давати під камери, звісно, можна. І так само в всіх органах влади. Але вони в маргінальній меншості, і вони цього не зможуть зробити. Перш за все, суспільна думка в Україні така, що на сьогоднішній день допомагати Російській Федерації ми точно не збираємося. Ми воюємо. І всі чудово розуміють, хто є агресор, хто є окупант, а тим паче по Криму. Якщо по Сходу Російська Федерація ще якось там маскується, то в Криму все дуже конкретно зрозуміло. Просто Росія не очікувала, що вона тільки Крим зможе відтяпати, що їм не вдасться утримати сухопутний кордон. Тому якщо говорити про ризики реальні, тут, звісно, підвищуються просто ризики більш широкомасштабного військового протистояння, для того, щоб Російська Федерація могла для себе пробити умовно сухопутний кордон до Криму. Але це буде дуже криваво, це дуже страшний сценарій і для України, і для Російської Федерації. І не факт, що кремлівський режим зможе в сьогоднішньому стані, сьогоднішньою ціною на нафту, з низкою конфліктів, які він в'язався, Сирія, Лівія, зараз по Карабаху ми бачимо знову палає. І немає жодної впевненості, що кремлівський режим взагалі зможе пережити такий бросок військовий, і що це просто-напросто не складе Російську Федерацію як картковий будинок. Дуже дякую вам. Политолог Олег Саакян был с нами на прямой связи. Ну а наши журналисты тем временем подготовили сюжет о реальной ситуации в оккупированном Крыму с водой, с водоснабжением, с наполняемостью водохранилищ и готовы нам рассказать. Давайте посмотрим сюжет. Вот это счастье. Это счастье для Керчи. Щастя тривало недовго. Потужні зливи разом із забитою дощовою каналізацією швидко перетворили керченські дороги на бурхливі ріки. У підсумку підтоплені подвір'я та десятки аварій. Я встрял, машина заглохла, я утонул. Вот такой у нас происходит на Самойленко. Машины плывут, уже несколько заглохших. Форсували дороги і в окупованому Севастополі. Кожна злива для міста, як і для решти Криму, це передовсім багатомільйонні збитки. Почистити каналізацію окупанти планують щонайменше за 5 років. А тим часом нові розрекламовані дороги окупантів спрямовують потоки прямісінько на цокольні поверхи будинків. Утром вода была вот здесь находилась, в помещении, а на улице была вот здесь. И люди были заложником в этом помещении. 8 з 22 водосховищ півострова живилися з заблокованого північно-кримського каналу. Решта наповнюються талими снігами з Кримських гір та опадами. Проте впродовж останніх тижнів в кримському небі не було ні хмаринки. Відтак окупаційна влада перекинула на півострів спеціальний метеолітак. Як-42Д мав обстрілювати хмари піропатронами з йодистим сріблом. 1 грам речовини буцімто збільшує кількість опадів вдвічі. Втім, потрібних для цього хмар так і не знайшли. Про це повідомив сам керівник операції, стоячи під дрібним дощем. Йодистое серебро, которое мы сейчас применяем, я вам сказал, это, так сказать, очень маленькие, так сказать, дозировки. Да, это граммы. Вот на одно облако идет до, допустим, 100 грамм этого вещества. Это предгорье, это равнина, часть, переходящая в предгорную часть.
И вот мы, значит, стараемся вызвать осадки именно в этот раз, чтобы они стекли в водохранилище, которое у вас есть. Злива пройшлася всюди, тільки не там, де чекали окупанти. На південному узбережжі, в горах та над водосховищами Центрального Криму впало хіба що пара крапель. Балановське водосховище, що в селищі Зуя, вміщує 5 мільйонів кубометрів. Але зараз вода тут ледь торкається нижньої частини дамби. Дрібний дощ тільки наробив калюж та грязюки. Навколо потріскана ледь сира земля, а куций струмочок – єдине підживлення тутешнього водосховища. Звідси ж окупанти перекачують воду й до Сімферополя. Вот она речка. Вот это весь и приход, друзья. Вот он. Вот видите ручеек? Вот это приход. Может, там еще где-то протекает. Так что там, где машины стоят, военных качают. Я думаю, это такие мелочи. Да, вот этот понтончик, как говорят местные жители, ну, друг мой здесь провел детство. Вот этот мостик был в воде. Сімферополь зливи обійшли. Тут люди вже звично стоять в чергах до бочок та купують воду в пунктах розливу. Задоволених немає. Люди вже більше місяця живуть за графіком водопостачання, але дехто досі готовий потерпіти. Испытывают, и мы испытываем. Что спрашивать? Мы привыкли, мы уже ага, у нас 20 лет, наверное. У нас, да, 20 или 30 лет жили без воды по графику. Качество воды в многоэтажке вы живете? Да. Я же говорю, как у всех, так и у нас. Что нам? Отдельное государство, что ли? Одно. Набираем пустые посуду везде, в банки. А горячую воду, чтобы помыться, греете? Нет, а горячую ездим до дочки аж на Петровскую балку, чтобы покупаться. Вот и все. Ужасно тяжело, тяжело. Марність минулих злив визнали навіть окупанти. Кажуть, майже всю воду всотала пересохла земля. А щоб бодай якось поповнити запаси, взимку має впасти річна норма опадів. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ну, также хотелось бы отметить, что среди новостей из Крыма говорится следующем. В главном источнике водоснабжения Севастополя, Чернореченском водохранилище, продолжают также уменьшаться запасы воды. Об этом сообщают журналисты, которые побывали в Байдарской долине, где находится водохранилище, и отметили, что вода отступила от своих обычных берегов на сотни метров, а на водной глади уже видны отдельные островки суши. Из-за нехватки воды на полуострове оккупационные власти, как недавно стало известно, будут принудительно выкупать частные скважины и колодцы у крымчан. В случае отказа продавать оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов предложил подключать прокуратуру и принудительно выкупать водные ресурсы у людей. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины 8-го созыва Борислав Береза. Пане Бориславе, вітаю вас. Сегодня стало известно, что постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве обращается к структурам ООН с призывом дать оценку ситуации с водоснабжением в оккупированном Крыму. Вот как вы считаете, вот эти попытки оккупантов апеллировать к международным структурам, пытаться дискредитировать Украину в глазах наших международных партнеров, тем самым вынудить нас подать воду в оккупированный Крым, увенчаются успехом? Смотрите, из общения моего с европейскими и западными экспертами понятно только одно, что это рассчитано на Украину, а не на западное сообщество. Почему? Потому что согласно Женевской конвенции и согласно Конвенции по правам человека, вся ответственность за организацию всех процессов, за нарушение прав и свобод, за соблюдение прав и свобод, все на оккупанте и аннексанте, а именно на России. Поэтому у России есть два варианта. Либо покинуть территорию Крыма, вернуть ее под контроль Украины. Тогда Украина обязана будет, как страна, которая несет ответственность за эту территорию после того, как она будет освобождена Россией, поставить туда воду, либо же самой обеспечивать жителей. Вот других вариантов нет. Более того, это позиция международного сообщества. Неофициальные телеграм-каналы пишут, что якобы в офисе президента есть группа экспертов, которые
хочет, чтобы воду в Крым все-таки подавали, и пытается преподнести это под соусом такой гуманитарной катастрофы в Крыму. Вы допускаете, что в офисе президента действительно есть такие люди, и удастся ли им, по-вашему, переубедить Зеленского? Тут нет ли понятия в офисе президента есть такие люди или нет таких людей. Офис президента хочет пустить воду в Крым для того, чтобы получить определенные преференции в переговорах с Россией. На сегодняшний день такие переговоры заморожены по многим причинам. Россия получила все, что хотела. Получила, начиная от Цемаха, которого хотели получить голландцы, но получила Россия, и кончая всех уступок, которые они хотели россияне получить ранее. На сегодняшний день Россия реализовала все поставленные перед собой задачи. Одна из следующих задач — это получить воду в Крым. Поэтому они говорят, хотите общаться, пускайте воду в Крым. А Зеленскому необходимо что-то показывать своему электорату. Поэтому он готов пускать воду в Крым и просто пытается придумать вариант. Одним из таких вариантов может быть попытка провести референдум. Но это будет абсолютная попытка провальная, которая закончится крайне плохо для Зеленского. Более того, уже откровенно многие эксперты говорят о том, что Ермак провалил все переговорные процессы, взяв на себя те обязательства, которые выполнить не может. На сегодняшний день Зеленский ищет новые варианты, поэтому вода в Крым может быть одним из таких вариантов для возобновления коммуникации с Кремлем. Угу. Вы знаете, недавно прошло заседание в трехсторонней контактной группе в Минске, и вот к нам включался в эфир представитель украинской делегации, там Сергей Гармаш, и он нам сказал, что Российская Федерация, по словам Грызлова, как он сказал, вела аудиофиксацию переговорного процесса. А после этого мы подключили военного эксперта Дмитрия Снегирева, который сказал, ну все ведут, и мы, наверное, ведем. А вы как считаете, это вообще нормально? Смотрите, есть определенные правила, этические, моральные правила, которые при переговорах всегда упоминаются. Например, если мы говорим о том, что заседание проходит in-camera, то есть без записи, без всего, то, соответственно, никто ничего не фиксирует. Так было в Парламентской ассамблее Совета Европы, так было в Европейском суде по правам человека, когда мы встречались и за закрытыми дверями проговаривали многие вопросы с нашими европейскими партнерами. Более того, информация после этого никогда не уходила никуда, потому что это доверительное отношение, это репутационный институт, который выстраивается достаточно долго, и репутация твоя будет уничтожена, если ты нарушишь свои слова или свои обязательства. То, что Россия так себя ведет, очередной раз показывает, что это гопники, это не государство, это государственное образование с гопотой во главе. Вот и все. Более того, насколько мне известно, было приостановлено после этого совещания, потому что заседание, вернее, ТГК, потому что западные партнеры не ожидали, что россияне могут так себя вести. Потому что все, что там происходит, это за закрытыми дверями без права записи. Вот меня удивляет, западные партнеры не ожидали. Уже прошло 6 лет. Не пришло разве к ним понимание, что такое Россия? Гульсум, они, к сожалению, по-прежнему считают, что есть какие-то базовые стандарты, которые никто нарушать не может, ну хотя бы базовые. Они соглашаются с тем, что Россия оккупант, агрессор, но они дают ей шанс каждый раз. Они надеются, что Россия в лице Путина или ее представителей все-таки поведет себя цивилизационно. Но они не могут представить, что для них это не вариант. Более того, когда я общаюсь с датчанами, эстонцами или немцами, у всех у них разные взгляды по России. И каждый из них рассматривает Россию не только с точки зрения их действий, но и возможных партнерских каких-то взаимоотношений. Поэтому Европу нельзя обобщать. Здесь то же самое. Кто-то очередной раз воспринял Россию как страну, которая может быть равным партнером в переговорах. На самом деле, напоминаю еще раз, это обычные гопники с КГБшным прошлым и с советскими амбициями, плюс с имперским мышлением. Все вместе приводит такой винегрет, который в цивилизованном обществе недопустим. Вы знаете, уволили, значит, Витольда Фокина из украинской делегации, исключили его в трехсторонней контактной группе. Президент Зеленский подписал этот указ. Мы с вами до этого разговаривали о возможности его увольнения и так далее. После чего, вот после его увольнения, Леонид Кравчук в одном из интервью украинским изданиям сказал, что никто заранее не знал о позиции Витольда Фокина. Ну и тут у меня возникает вопрос, как?
Ну как это возможно? Разве не ведут какие-то переговоры перед тем, как включать или не включать того или иного человека в такой важный переговорный процесс? Гульзум, это не что иное, как попытка сохранить хорошую маску при плохой игре. Не просто ведутся переговоры, сдаются определенные протоколы. Более того, каждый человек, когда начинает работать в подобной комиссии или в структуре, получает вектор, по которому он движется. Так было в Парламентской ассамблее Совета Европы. Так точно происходит и сейчас в ТГК. И общаясь с некоторыми представителями ТГК, я могу сказать, там ничего не происходит без согласования. Поэтому то, что мы сейчас видим, это имитация на самом деле возмущения, попытка сохранения своего лица. Вот можно ли тогда утверждать? Хотели попытаться потестировать украинское общество и нарвались на большой скандал и имиджевый негатив. То есть можно ли утверждать, что Витольд Фокин всего лишь ретранслировал мысли и идеи тех, кто руководит с украинской стороны этим всем процессом, но просто боялся это все говорить? А вот он говорил, и таким образом проверяли реакцию общества. Витольд Фокин не просто ретранслировал, Витольд Фокин озвучивал то, что говорили ему люди, которые устроили его в ТГК. И если вы посмотрите, то со всем, что он говорил, абсолютно полностью соглашался оппозиционный блок «За життя». Они подтверждали каждый раз его слова одобрением и хрюканьем в знак того, что да, вот мы согласны со всем, что он говорит. Соответственно, мы можем говорить, что координация между офисом президента, ОПЗЖ, Кремлем и Фокиным была достаточно плотная. А вот то, что это не нравится украинскому обществу, которое уже 6-й год противостоит российской агрессии, абсолютно понятно. Потому что люди, которые возглавляют сейчас офис президента, все эти годы были абсолютно пассивны по отношению к войне, агрессии или всему чему угодно. Более того, насколько известно, и до сих пор компания Green Family, если не ошибаюсь, работающая в России, продолжает зарабатывать деньги и, наоборот, не закрывается. Это компания, которая имеет отношение к Зеленскому, компания, которая имеет отношение к его окружению, и это компания, которая в России зарабатывает деньги. О чем мы говорим? Мы говорим только об одном, что для них это чужая история. Россия пригрозила Украине реакцией боевиков на желание вернуть Донбасс на своих условиях. Об этом сказал Грызлов. Давайте его послушаем. Це принципово суперечить самій основі Мінських угод. Політичні наслідки у неї катастрофічні. Українська влада змушує представників Донецька та Луганська прийняти відповідні заходи та не повинна скаржитися, коли ці заходи будуть реалізовані. Києву краще повернутися до виконання Мінська, до виконання своїх попередніх передвиборних обіцянок. Ну и Леонид Кравчук отреагировал. Он сказал, чтобы российская сторона не выдвигала каких-либо ультиматумов и призвал Россию разблокировать переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. А как известно, по последним данным, Российская Федерация сейчас блокирует эти переговоры и хочет, чтобы Верховная Рада Украины внесла изменения в постановление Верховной Рады о местных выборах. Как вы считаете, это возможно вообще? Насколько я понимаю, сейчас юридически уже вносить какие-либо изменения в постановление невозможно. Возможно ли, что перенесут выборы тогда? В случае, если будут внесены изменения, а, как известно, постановление должно быть озвучено не менее чем за 90 дней до начала выборов, выборы будут смещены на 90 дней. Соответственно, это может быть сделано только фактически как ad-hoc. Выборы у нас назначены, поэтому невозможно. Следующее. Все, что говорит господин Грызлов, это фактически говорящая голова Путина, одна из. Поэтому господину Грызлову надо напомнить, что согласно Минским договоренностям, первое, что должна сделать Россия, это выйти территория Дебальцева и других территорий, которые должна передать под контроль Украине. Когда они выйдут оттуда, когда они выполнят все, что они должны, а именно перестать обстрелы проводить и провокации, то после этого можем о чем-либо начать разговаривать. А учитывая, что они не выводят свои войска, учитывая, что они не освобождают эту территорию, учитывая, что они нарушают минские договоренности, то все это грязные инсинуации. Более того, давайте откровенно говорить, Грызлову неинтересно, как и Путину, окончание войны в Украине. Поэтому они на сегодняшний день показывают возмущение, за которым скрывается искренняя радость от того, что они убивают украинцев, они по-прежнему контролируют часть Донбасса, они по-прежнему захватили Крым, и такая ситуация их устраивает, пока устраивает. Но
поверьте, с каждым днем для них ситуация хуже и хуже. Я объясню почему. Не только потому, что санкции на них давят, не только потому, что ухудшение экономической ситуации в самой России. И, кстати, обваливается рубль, вернее, на фоне доллара, но еще и падает нефть, а на нее заточен весь российский бюджет. И я вам хочу сказать, что падающая нефть — это удорожание войны с Украиной, это удорожание содержания Крыма, которое отражается на каждом россиянине. А это все делает режим Путина менее стабильным. Поэтому чем дольше они тянут, тем сложнее им будет выйти из этой ситуации, и дороже это им обойдет. К следующей теме. Вот как вы считаете, влияют ли местные выборы сегодня на рост заболеваемости COVID-19? Вот по состоянию на 2 октября в Украине уже зарегистрировано 2117 661 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Из них 4261 летальный, и 96 591 человек выздоровел. А также пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщает, что за сутки сегодня зафиксировано 4633 новых случая. Гульсум, где-то, если не ошибаюсь, 10 сентября я предупреждал, что в начале октября мы подойдем к порогу в 5000, ближе к 10 октября мы перейдем порог в 5000 и перейдем порог в 7000. Для того, чтобы получить такую информацию, нужно проанализировать динамику заболевания в Украине, ситуацию, которая происходит с системой здравоохранения в Украине, и пообщаться с профильными экспертами. Видимо, не в состоянии это сделать люди из офиса президента. Мне это не тяжело, поэтому я этим занимаюсь. Поэтому что я могу сказать? Тут не выборы влияют, а абсолютно бездарное поведение власти. И кроме того, я могу гарантировать, что власть будет нести ответственность рано или поздно за все происходящее в стране. И за смерть каждого человека, который погибнет по причине того, что власть не сделала все возможное, чтобы спасти эти жизни. Потому что ШВЛ не закуплены, новые госпитали не оборудованы, зато дороги строились без тендеров, вынимая деньги из фонда на COVID-19. Абсолютно некорректно, коррупционно, но делали. Когда президент говорит, что выборы влияют на заболевания, да не выборы влияют на заболевания, а отсутствие стратегии и политики. Например, в Израиле сейчас жесточайший просто локдаун. И локаут. И ситуация, которую мы сейчас видим в Израиле, это карантин, жесткий карантин, обусловлен тем, что стараются спасти как можно больше людей, чтобы замедлить скорость распространения заразы и снизить нагрузку на систему здравоохранения Израиля. А в Украине люди боятся за свой рейтинг и боятся говорить об этом. Более того, они просто боятся. Такое сейчас сделали, насколько я не ошибаюсь, еще в Мадриде. Да, сейчас Британия подходит к этому вопросу, в Чехии уже начинается. То есть везде переживают за своих граждан. На Украине выборы, переживают за рейтинг. Но здесь тоже палка о двух концах. Почему? Потому что для того, чтобы объявить карантин, нужно предложить что-то гражданам, предложить решение их проблем. А этих решений нету. Вот и получается замкнутый круг. Власть сама себя загнала в эту ловушку и теперь не знает, как из нее выйти. Вы-то как себя чувствуете? Как проходит лечение? Стабильно, спасибо. Прохожу по полной программе. Выздоравливайте. Спасибо вам большое. Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го созыва, был с нами на прямой связи. А вот руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабит заявил, что до конца года в стране ежедневно будут фиксировать 7-9 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вот что он сказал. В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення, до якого йде багато країн Європи. З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна 4-та особа регулярно миє руки. Також ми бачимо, що кожна 3-я особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи. Важко давати якусь оцінку, але якщо в грудні ми почнемо фіксувати більше, ніж 9 тисяч випадків у день, то я буду трохи більше стурбований. Увеличение количества заболеваний коронавирусом в Украине связано с началом политической активности накануне местных выборов в нашей стране. Сейчас количество новых случаев заболевания увеличилось более чем в 1000 раз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Давайте вместе его послушаем. Ми бачимо соціологію, який вплив має ця політична ейфорія, цей політичний цирк. Вони хочуть подобатися всім людям, які живуть в тому чи іншому місті, населеному пункті. Але зараз ми бачимо понад 4 тисячі. Це іграшки, які більш ніж на 1000% збільшили кількість хворих.
Деньги из фонда по борьбе с коронавирусом пошли на строительство дорог и амбулаторий, на социальные выплаты населению, доплаты медикам и правоохранителям. Однако аппараты для искусственной вентиляции легких на средства фонда не закупали, как, впрочем, мы разговаривали и обсуждали выше. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан одному из украинских радио. Вот что он сказал. Закуповувалися в інший спосіб – не з ковідного фонду. І меценатами, і державними органами, в тому числі МВС, для себе закупляли. З ковідного фонду ШВЛ на сьогодні не закуплено. Ну, вот такая ситуация сегодня с коронавирусом в нашей стране. Берегите себя, не забывайте, что на улице свирепствует коронавирус. Используйте дезинфицирующие средства, надевайте маски в общественных местах. Береги себя, Крым, мы обязательно вернемся. Ну, а я пока хочу перейти на другую тему. Это Нагорный Карабах. Там продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном. В пресс-службе Министерства обороны Азербайджана сообщили, что по состоянию на утро 2 октября боевые действия продолжаются на разных направлениях. На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты противника вокруг Мадагиза и контролируют этот пункт, говорится в сообщении. Минобороны также отметили, что азербайджанские военные уничтожили 5 бронетранспортеров и автомобилей, 3 объекта военной инфраструктуры, множество личного состава. В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян также сообщила, что бои в районе Нагорного Карабаха продолжаются. У себя в Facebook она написала, что подразделения армянских ПВО поразили 1 вражеский самолет и 1 беспилотник. В Минобороны Армении информацию, которая поступает от Азербайджана, конечно же, не подтверждают. С нами сейчас на прямой связи Али Гаджизадeh, политический аналитик. Селям алейкум. Салам. Какие последние новости? Вот расскажите подробнее, с какой интенсивностью сейчас идут боевые действия? Ну, большинство новостей вы уже озвучили. Кроме еще одной последней новости, уничтожен полевой пункт управления армянской армии в Карабахе. Буквально час-полтора часа тому назад Министерство обороны распространило заявление и видео. Факты, конечно же. Как вы правильно заметили, взятые высоты около села Мадагиз. Это очень стратегические позиции, стратегические высоты, которые позволяют контролировать узел нескольких дорог, стратегических дорог, которые там располагаются, и которые связывают эту территорию с территорией Армении, по которым подвозили им боеприпасы, оружие, подкрепление и так далее. Таким образом, эта территория почти полностью переходит в окружение азербайджанских вооруженных сил. На южном направлении тоже продолжается наступление, на Физулинском направлении. Армянская сторона была выбита из нескольких позиций по результатам ночных боев. Скорее всего, через час, через два будет брифинг Министерства обороны. Они уже сообщат о тех результатах, которые были достигнуты в течение сегодняшнего дня. Но, как вы тоже, наверное, следите и видите, азербайджанская сторона не сторонник, скажем так, быстрого блицкрига, который дается ценой очень больших жертв в большинстве случаев, потому что для нас эти жизни важны, мы не хотим эти жизни тратить лишь потому, чтобы там за 2-3 дня захватить какие-то города. Поэтому азербайджанские беспилотники планомерно уничтожают в тылу врага технику, причем делается акцент именно на технику, а не на живую силу, чтобы лишить врага мобильности и таким образом с меньшей кровью восстановить территориальную целостность Азербайджана. Вооруженные силы Армении приведены в состояние полной боевой готовности. Ситуация в Нагорном Карабахе обостряется, и об этом сегодня заявили в Армении. Также сегодня Армения заявила об ударе азербайджанским смерчем по городу в Карабахе. До этого система ПВО армянских сил сбили самолеты беспилотник азербайджанских военных сил, заявляется в Минобороны Армении. Давайте вместе послушаем их цитату. У військових частинах розгорнуті пункти прийому особового складу та техніки. Здійснюється процес поповнення підрозділів, які зайняли оборонні райони.
Ну и также Министерство иностранных дел Армении заявило о готовности начать переговоры с Азербайджаном. Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Вот что говорят в их МИДе. Вірменія залишається прихильною мирному врегулюванню нагірно-карабахського конфлікту. Ми продовжимо рішуче протидіяти цій агресії проти Карабаху, в той же час будучи готовими працювати з країнами-співголовами Мінської групи ОБСЄ в 94-95 роках, щоб відновити режим припинення вогню на основі домовленостей. Ну вот как вы оцениваете эту новость? Есть ли готовность у Азербайджана сегодня возобновлять переговорный процесс? Очень интересно, что Армения воюет почти неделю, у них несколько тысяч убитых, огромное количество техники потеряно, потеряны стратегические позиции, потеряны часть буферной зоны, которую они захватили, как они это называют, буферную зону, и они только сейчас приводят повышенную готовность армию. Касательно переговоров, нам говорить не о чем, потому что переговоры в том или ином виде длились 30 лет. К чему они привели? Они привели к тому, что господин Пашинян сказал, что Карабах — это Армения, и мы ничего не намерены возвращать Азербайджану. То есть мы оккупировали, это наше. В результате они получили, и мало того, они думали, что они могут постоянно давить на Азербайджан и выдавить из Азербайджана дополнительные уступки и так далее. Результат мы видим. Что касается прекращения огня, у нас был договор о прекращении огня, подписанный в мае 1994 года, так называемый Бишкекский протокол, но он не принес мир в регион. Если Армения хочет прекращения огня, тогда они должны вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана. Вот это единственное условие, согласно которому огонь может быть прекращен. Все другие условия уже азербайджанская сторона принимать не будет. Поезд для них уже ушел. С очередным заявлением сегодня выступил лидер Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он в отношении конфликта в Нагорном Карабахе он сказал, что надеется, что Азербайджан продолжит наступление. Он считает, что регион должен быть освобожден от армянской оккупации. По его словам, Армения гнусно оккупировала Нагорный Карабах и напала на Азербайджан. Какую роль сейчас занимает Турция? Понятно, да, вот военная поддержка оказывается со стороны Турции, потому что в Армении заявляют, что турецкое оружие все-таки там используется. Там используется турецкое оружие, которое что якобы закуплено. Появлялись истребители F-16 турецкие. Я давал интервью другому СМИ, российскому СМИ, им сказал, и вам тоже повторю. Если бы там появлялись бы турецкие истребители F-16, то бои шли бы не вокруг Мардакерта и Физули, а вокруг Еревана. Это первое. Второе. Вся эта территория Южного Кавказа, она покрывается радарами, ладно, я не говорю Турции, радарами Ирана и России. Неужели вы думаете, они бы не зафиксировали это и не использовали бы? В том числе и армянские радары покрывают достаточно немаленькую территорию. Если бы у них были бы такие конкретные данные, они бы давным-давно об этом бы раструбили. Так как этих данных нет, мы ограничиваемся, то есть они ограничиваются только исключительно какими-то голословными заявлениями, которые, кстати, не гнушается озвучивать и господин Пашинян также. Что касается турецкого оружия, есть оружие, которое Азербайджан купил у Турции, купил у Украины, купил у Беларуси, купил у Израиля, у России, у Южной Африки, у Польши, у Чехии. И все это мы используем, да. Скажите, а чем сейчас ситуация кардинально отличается от 2016 года? В 2016 году все-таки были локальные столкновения. Были локальные столкновения. На данный момент идет полномасштабная война, полномасштабная военная операция по всей линии соприкосновения. Кроме этого, Армения пользуется случаем, и с территории Армении они ракетами обстреливают населенные пункты Азербайджана в западной части страны, надеясь тем самым посеять панику среди населения, или чтобы они покинули свои дома, чтобы общественное мнение, может быть, в Азербайджане давило на правительство и так далее. Но люди совершенно, скажем так, не придают этому внимания, несмотря на то, что у некоторых разрушены дома, есть раненые, там у кого-то был причинен ущерб хозяйству и так далее, но люди далеко, то есть их план потому чтобы посеять какое-то там недовольство среди народа и так далее полностью провалился. Но ракетные обстрелы продолжаются.
Спасибо вам большое. Чохсагулнус Али Гаджизаде, политический аналитик, был с нами на прямой связи. Ну а как мне подсказывают наши редактора, с нами сейчас связался Артем Конопкин, заступник директора Міжнародного центру дослідження проблем безпеки. Витаю вас. Витаю. Ну вот как вам видится сейчас ситуация в Нагорном Карабахе, с какой интенсивностью она сейчас там развивается и какие силы сейчас там, по-вашему, превалируют? Ну, дивіться, йдуть повномасштабні бойові дії. Сьогодні з допомогою, скоріш за все, ізраїльської ТРК «Лора» азербайджанці зруйнували один з мостів на дорозі, що зв'язує Карабах і Азербайджан. Це таке серйозне підвищення ставок. Також Азербайджан заявляє про обстріл своєї території точками У, але якихось доказів цього не приводить. Скоріш за все, це елемент інформаційної війни. Відповідно, зараз іде підвищення ставок. Перше, це використання серйозного ракетного озброєння. По-друге, вчора вірменське ППО на території Вірменії, з 20 кілометрах від Єревану, збило кілька безпілотників. Для цього були задіяні комплекси С-300. Це, до речі, перше з 80-х років використання цього комплексу бойове. Відповідно, географія бойових дій розширюється, тобто падають ракети і снаряди в Азербайджані. Уже є факти застосування озброєння на території Вірменії і йде руйнування інфраструктури військової, в тому числі цивільної. Було кілька обстрілів Мартакерту, Степанакерту з реактивних систем залпового вогню. Тобто, якби ставки підвищуються, відповідно включається міжнародна спільнота активніше. Президент Франції Макрон намагається грати першу скрипку в цьому питанні. Тричі Пашинян за тиждень говорив з Путіним. Відповідно, росіяни, вони явно не хочуть вписуватись за свого союзника регіонального, тому що азербайджанці серйозний їхній партнер, є спільні проекти там в тій же газовидобувній галузі. Це дуже серйозний збройний клієнт Росії, тому вони тримають таку дистанцію. Я думаю, що це пов'язано в тому числі з тим, з бекграундом самого Пашиняна. Тобто, з одного боку, росіяни патологічно бояться будь-яких революційних подій, схожих на Майдан, і, відповідно, вони все одно не вважають Пашиняна своїм. Тобто він продовжує, як керівник Вірменії, залишатися клієнтом російським, але в той же момент колишня влада вірменська набагато ближче, тобто вони її краще розуміли, росіяни, відповідно, вони не вважають Пашиняна своїм. Це дуже добре підсвітив Алієв в своєму виступі, де він сказав, що він там цей західний вплив підсвічуючи для росіян. І, відповідно, росіяни, у них така розтяжка, і вони просто спостерігають за ситуацією. А если, к примеру, Пашинян дрогнет, и всех министров поставит обратно на место, станет целиком и полностью вассалом таким Российской Федерации, вот как вы думаете, Россия начнет способствовать восстановлению статуса кво? Дивіться, я не впевнений, що це можливо. Другий момент, Росія, вона ніколи нічого нікому не пробачає. Ви подивіться, як вони ведуть себе з своїм союзником багаторічним в Білорусі. Вони почали Лукашенку викручувати руки задовго до цих усіх революційних подій в країні. Тобто в них був конфлікт за ціну на нафту. Вони не постачали нафту. Тобто, розумієте, своєму основному союзнику. Нафта і нафтопродукти – це перший по об'єму експортний товар у Білорусі. І вони це все знали і все одно викручували йому руки. Тобто, якщо перенести це на Пашиняна, якого вони не вважають своїм, тобто Пашинян же ж обмежений
якимись демократичними інституціями в самій Вірменії. Да? Тобто він якби став прем'єром в результаті такого собі майдану, да? Вірменського. Це перше. Друге, в нього немає в принципі варіантів. Да? Вірменія була, є і буде клієнтом Росії, тому що вона оточена двома відверто недружніми державами, да, це Азербайджан і Туреччина, і в неї залишається Грузія, яка, от, наприклад, зараз заборонила транзит військових товарів військового призначення, і Іран, через який, власне, Росія ще щось може перекинути. Якщо закриють Іран, то все. Тобто повітряний простір закритий, Вірменія в оточенні. Тобто в них є один союзник – Росія. І так буде і надалі, на жаль. Тобто ми розуміємо, що немає поля для маневру, і, відповідно, рано чи пізно, якщо вже зовсім Азербайджан завдасть поразки повної Вірменії, то, звісно, Росія якось, якщо не втрутиться, то почне їй допомагати. А может ли действительно Армения как-то спровоцировать ситуацию как раз со своей территории, чтобы привлечь Россию как участницу ДКБ? Звісно, може. Да? Тобто вчора лунали заклики від вірмен почати використовувати комплекси «Іскандер», тобто, які постачалися до цього Росією. Це серйозне озброєння, яке може завдати суттєвих втрат Азербайджану і трохи вирівняти ситуацію. Да? Бо ми розуміємо, що в військовому плані Азербайджан і Вірменія не рівні. Азербайджан набагато сильніший. Да? І десь я спостерігаю, що Азербайджан намагається витягнути Вірменію на таку більш серйозну конфронтацію, тому що в нього в арсеналі є ще дуже багато чого припасеного. Да? Тобто в них є комплекси «Полонез», і в них є, ви ще згадував я, ОТРК «Лора» ізраїльські, і вони практично не використовують авіацію. Авіація Азербайджану набагато сильніша, ніж авіація Вірменії. Тобто зараз скидається на те, що азербайджанці просто перемішують, перемелюють вірменські збройні сили. Тобто їхні безпілотники тотально панують в повітрі над Карабахом, ще не над Вірменією, над Карабахом, знищуючи в тому числі піхоту, стріляючи по одиночним машинам, не бойовим, просто машинам для транспортування. Тому що знищена велика кількість ППО, протиповітряної оборони, знищена велика кількість танків, БМ-21 «Град», іншої техніки. Відновити швидко цей потенціал Вірменія не може, тільки перекинути з материнської території, з самої Вірменії. Але і Вірменія фактично, як я вже сказав, знаходиться в оточенні. Тобто логістично це важко зробити. Росіяни можуть зі своєї 102-ї бази щось дати, але це не вирішить повністю питання відновлення бойового потенціалу вірменського. Тому зараз ситуація, мені видається, таким чином, що Азербайджан трохи так провокує Вірменію на ширше застосування сил, щоб легітимно застосувати всі засоби, які в нього є в наявності. Пошел бы на это Ильхам Алиев, если бы не Эрдоган? Якщо чесно, я думаю, що без такої потужної підтримки Вірменії, скоріше за все, ні. Це був би формат, можливо, 4-денної війни 16-го року, може трошки ширша ескалація, але отакого масштабного застосування практично всіх сил і засобів, думаю, що ні. Тут дуже важливу роль зіграла політична підтримка саме Туреччини. Тільки політична? Якщо казати про військову підтримку, то про це дуже багато говорять вірмени самі і російська пропаганда. Ніяких доказів прямої участі, наприклад, турків, турецьких військ не на землі, не в повітрі не надано. Тобто вірмени стверджують, що був збитий штурмовик Су-25 турецьким F-16. Ми ж всі розуміємо, що у всіх країн навколо, в тому числі в Азербайджану, в Вірменії, є радіолокаційні станції, які це все бачать в режимі реального часу. Тобто де докази про цього? Далі вони говорять про пряму участь
турецького спецназу. Да? Але ми не бачимо тіл, ми не бачимо документів жодних, тобто якихось доказів суттєвих не наведено. Да? Якщо в нашому випадку ми брали в полон російських спецназівців і показували їх по телебаченню. Вони казали, що я там військовослужбовець 22-ї бригади Головного розвідувального управління Російської Федерації. Да? То тут у нас таких доказів немає. Єдине питання там виникає по тому, хто управляє безпілотниками. Реально є така можливість, що ними управляють турецькі оператори. Да? Це можливо дійсно є, тому що на деяких турецьких ресурсах відео з знищенням вірменської техніки з'являється раніше, ніж на азербайджанських, і там немає азербайджанської ватермарки, тобто вони його не скопіювали. Скоріше за все, вони в них є, але якщо це відео могло до них потрапити і по якимось там просто каналам військової інформації. Це єдине, що вказує, да? На те, що тобто ми не знаємо, чи є там реально турецькі оператори. Так, вони можуть бути, це що може бути. Дуже дякую вам, Артем Конопкін, заступник директора Міжнародного центру дослідження проблем безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а сейчас с нами, как мне подсказывают наши редактора, на прямой связи Владимир Фисенко, политолог, он нас слышит. Пане Володимире, вітаю вас. Витаю вас. Ну что ж, вот мы сейчас обсуждали Нагорный Карабах, конфликт, обострение. Как вам видится вся эта ситуация сегодня? Отличается ли она от 2016 года? Насколько? Ну, конечно, отличается. И отличается не в лучшую сторону, к сожалению, потому что идут активные боевые действия с участием авиации, артиллерии. То есть не просто, как это бывало и у нас на Донбассе, очередная вспышка локальных боевых действий, перестрелок. Все-таки сейчас масштаб боевых действий намного больше, идут очень активные масштабные военные действия и намного больше жертв с обеих сторон, судя по сообщениям. Так что ситуация в этом плане действительно выглядит совсем иначе. По Нагорному Карабаху 26 лет длился переговорный процесс, тоже Минский. Вот если проводить аналогии, вот видите ли вы военное решение нашего вопроса уже со временем, когда откроется такое окно возможностей, как в принципе сейчас делает Азербайджан? Азербайджан делает, пытается при поддержке Турции, но пока вопрос не решился. Я честно вам скажу, я не уверен, что он решится. Поэтому, во всяком случае, ситуация сейчас опять зависла, судя по косвенным признакам. Что касается конфликта на Донбассе, там есть паритет по ресурсам и по военной силе, а с учетом российского фактора, к великому сожалению, но на ближайшую перспективу, обозримую перспективу, я никаких перспектив военного решения военным путем вот этого конфликта не вижу. Но пример Нагорного Карабаха и Минска показывает, что дипломатические переговорные процессы неэффективны. Понимаете, это как оценивать их эффективность? Ну, с точки зрения окончательного решения вопроса, ну да, наверное, нет. По Донбассу, в принципе, теоретически перспектива решения конфликта существует, в отличие от Карабаха, где интересы сторон просто непримиримы, на мой взгляд, и я там не вижу компромиссного решения проблемы, к великому сожалению, в силу разных причин. По Донбассу теоретически такая возможность есть, но на сегодня, на данный момент, учитывая непримиримую позицию России, вот они настаивают на своем сценарии политического решения конфликта на Донбассе. И этот сценарий категорически неприемлем для Украины. Поэтому, да, вот на данный момент, если Россия не поменяет своего подхода к политической модели урегулирования донбасского конфликта, то тогда единственное, что может быть и на что шансы есть, это прекращение огня, то есть замораживание конфликта. Но тогда в любой момент, через 5, через 10 лет, возможно то, что сейчас произошло в Карабахе.
Давайте к следующей теме, к Соединенным Штатам Америки. Последний прогноз 538 дает Джо Байдену 80% шансов на победу в президентской гонке, а Дональду Трампу лишь 20%. Модель также дает Байдену 29% шансов на уверенную победу, то есть победу на всенародном голосовании, по крайней мере, с разницей в 10%. Аналитики там считают, что Байден наберет 335 голосов в коллегии выборщиков, а Трамп 203. Для победы на выборах президента кандидату необходимо набрать минимум 270 голосов в коллегии, как известно. А я напомню, что в США состоялось одно из главных событий в политической жизни страны 2020 года. Там прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена. Давайте сейчас вместе послушаем тезисы, которые они озвучивали на этих дебатах. Начнем с Байдена. Я тут не для того, щоб викривати його брехню. Всі знають, що він брехун. Багато людей померли і набагато більше помруть, якщо він не стане набагато розумнішим. За цього президента ми стали слабшими, більш хворими, біднішими, більш розділеними і більш агресивними. Стосовно того, що стали слабшими, я стояв обличчям до обличчя з Путіним і дав чітко зрозуміти йому, що ми не збираємося дозволяти це. Він щеня Путіна. Він досі відмовляється навіть сказати Путіну про нагороду за голови американських солдат. Очень грубо и агрессивно даже по своим меркам вел себя Дональд Трамп, действующий президент США. Вот что он говорил. Ніколи не використовуй слово «розумний» щодо мене. Джо, ніколи. У тобі немає нічого розумного. Якби ти керував під час пандемії, померли б мільйони людей. За 47 місяців я зробив більше, ніж ви за 47 років. Він розбагатів в Україні, в Китаї, у Москві і різних інших місцях. Він погрожував Україні щодо $1 мільярда, якщо не буде звільнено прокурора. Я закликаю прихильників йти на дільниці для голосування і бути дуже уважними. Якщо це буде чесне голосування, я 100% виступаю за нього. Але якщо я побачу, як фальсифікують десятки тисяч бюлетенів, я не зможу з цим змиритися. Ну вот мы выбрали одни из основных тезисов, которые озвучивали президенты, а вы смотрели кандидатов в президенты. Вот вы смотрели дебаты, что вы для себя важного для нас в том числе почерпнули? Я не смотрел дебаты и ничуть не жалею. Ну, не смотрел, потому что они были слишком в ранний час, но судя по тому, что я прочитал про скандальный характер этих дебатов, ну, это шоу на любителя, именно шоу. Вряд ли то, что было, можно назвать дебатами. Это было скандальное шоу, и мы знаем такие шоу по нашему примеру. Кстати, американские коллеги уже не первый год, и в связи с Трампом, и не только, уже начали использовать такой термин – украинизация американской политики. Имеется в виду скандальность, конфликтность. К сожалению, на такую манеру ведения дискуссии поддался и Байден. То есть мы увидели вот эту скандальность и конфликтность с обеих сторон. Но если для Трампа это привычный стиль, то Байден повел себя в какой-то степени, ну, может быть, по примеру Трампа или будучи спровоцированным вот такой манерой Трампа. В итоге, насколько я знаю по опросам общественного мнения, большинство американцев, около 70%, отмечают именно скандальность этих дебатов. И, может быть, из-за болезни Трампа, из-за того, что вот у него сейчас обнаружили коронавирус, да, дебаты следующие не состоятся, может быть, и к счастью. А может это как-то повлияет, как вы думаете, на результаты выборов? Ну, судя по всему, не очень. Я поясню. Ну, может быть, знаете, опять-таки, из-за этой эпидемии действительно это будет необычная ситуация. Впервые за многие годы не будет дебатов, ну, полноценных, когда серия дебатов была. Вот в полной мере, в полном формате дебаты не состоятся предвыборные в США. Это вследствие пандемии. Но, судя по всему, они не очень повлияют на выбор американцев, поскольку, во-первых, большинство американцев, судя опять-таки по данным социологов, определились, за кого голосовать.
С другой стороны, больше влияет ситуация экономическая и ситуация с эпидемией. За кого, чем сами по-вашему, дебаты. за кого будут голосовать американцы? И вот эта аналитика, которую я озвучила выше, вот какова вероятность того, что действительно Байден получит 80% среди коллегий выборщиков? Ну, судя по тем данным, которые вы привели, там нет 80%. Поэтому я вам честно скажу, я пока отношусь с сомнением к этим прогнозам. Я бы не спешил пока с 29% прогнозом. на уверенную победу на всенародном голосовании по идет количеству речь. голосов. По количеству По голосов, количеству да. голосов. То, что вы цитировали. Но там по среди количеству выборщиков голосов. тут 335 голосов коллегии выборщиков, 335. Трамп 203, а 80% это шанс на смотрите, победу в президентской гонке, да. Я давно не припомню по поводу 335 голосов выборщиков. Поэтому я сдержанно скептически отношусь к этим данным. Вот посмотрим. Я, знаете, советовал бы всем прогнозистам не забывать про 2016 год. Тогда, кстати, по голосам Трамп проиграл, а по коллегии выборщиков выиграл. И сейчас ситуация не такая простая. Поэтому у Байдена есть преимущество, но я не думаю, что оно такое разгромное. И к тому же еще остается чуть месяц. Месяц остается еще до голосования, поэтому я бы не стал торопиться с прогнозами. А как вы считаете, изменится ли политика Соединенных Штатов Украины по отношению к нашей стране в зависимости от того, кто станет президентом? В хорошую либо в плохую сторону? Принципиально, с точки зрения поддержки Украины в конфликте с Россией, я думаю, она не изменится. Но с Трампом всегда больше непредсказуемости. Вот его особая стилистика, в том числе в отношениях с Путиным, это всегда дополнительный фактор риска. С другой стороны, мы видели, что при Обаме мы не получили летального оружия, оборонительного. При Трампе получили. Вот такая ситуация. Главное для нас сейчас не ставить на победу одного из кандидатов. Нам важно сохранять двухпартийную поддержку. Вот это самое главное. Поэтому мы должны сохранять нейтралитет вот в этой предвыборной борьбе, вплоть до того момента, когда будет определен победитель. И самое главное, это не только для нас, а для всего мира, чтобы не произошло политического кризиса по итогам выборов. Спасибо вам большое, дуже дякую. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Но я с вами не прощаюсь, мы прервемся буквально на 5 минут, а далее в этой студии на крымско-татарском языке продолжим наш эфир. Коршкенч.